Поэтому если взять это дерево ингушей, во-первых, видно, что это почти все из них J2, и это образовалось недавно относительно, и оказалось, что они распадаются на две основных ветви. Одна образовалась всего лишь 1000 лет назад, ветвь, а другая 3000 лет назад. Это означает, что они пришли их предки или там образовали относительно недавно. А вот чеченцы, это уже на уровне 4-5 тысяч лет. То есть они в этом смысле, у них J2 меньше, но они древнее. И анализ покажет, что ингуши образовались фактически от чеченцев. Данное высказывание некоторые горе-историко-блогеры пытаются преподнести как подлинное доказательство того, что ингуши якобы образовались от чеченцев. Начнем с того, что это видео обрезано. Вот что говорит Клёсов перед тем, как сказать, что ингуши образовались от чеченцев. Так вот, повторяю, что у чеченцев примерно половина гаплогруппы J2, так что у ингушей 88%, а если в сумме получается J1 и J2, получается получается много сложить. И понятно, опять же, еще одна особенность. Если 88% у ингушей одной гаплогруппы, то других будет мало по определению. Осталось на всех 12%. И поэтому все на уровне 2, 3, 4%, как правило, 1-2%. Поэтому если взять это дерево ингушей, во-первых, видно, что это почти все из них J2. И вот что он говорит еще в одном фрагменте. Чеченцев более 100 тайпов для горных жителей и 60-70, по-разному можно считать, для равнинных. Вот эти тайпы оказалось почти все смешанные. Принимали в тайпы и других людей, поэтому они оказались смешанными. Казалось бы, можно показать глупцами этих провокаторов, ссылаясь на то, что они вырезают определенные фрагменты, которые им выгодны. Но мы пойдем дальше и просто представим вам одну статью, где в пух и прах разносят Клёсова. Книга о Клёсово «Народы России. ДНК-генеалогия», издательство «Питер» 2021, представляет собой фэнтези на историческую тему, замаскированное под научное исследование. Книга полна фактических ошибок и псевдонаучных рассуждений, которые вводят в заблуждение читателя. Автор позиционирует себя как открывателя новой науки – ДНК-генеалогии, и использует ряд демагогических приемов, пытаясь отмежеваться от достижений и критики генетиков, историков, лингвистов и специалистов других областей науки. Рекомендуется использовать в социологических исследованиях по теме «Почему лженаука популярна у части населения». От книги с таким названием можно было бы ожидать сопоставления установленных по генетическим данным путей и дат расселения предковых популяций с историческими данными о формировании народов. И в этом случае она была бы интересна и полезна. Однако автору удалось сделать книгу сборником историй, в которых датирование по его собственной методике времени появления гаплогрупп на основе накопления мутаций в ДНК лишь гарнир, а суть составляют изобилующие многочисленными несуразностями интерпретации, в которых биологическим процессам присвоены культурные ярлыки. При этом утверждения автора идут вразрез с многократно выверенными результатами исследований генетиков, лингвистов, историков, этнологов. Текст книги изложен не везде ясно и с некоторыми стилистическими огрехами. Например, на странице 9 написано в виде последовательности Y-хромосомы ДНК. Это явный англицизм. Автор забыл переставить местами слово, чтобы получилось по-русски ДНК Y-хромосомы, а не по-английски. На той же странице указано. Есть быстрые по скорости копирования фрагменты, там сбой происходит в среднем раз в 14 поколений скорость копирования фрагментов, то есть скорость работы ДНК-полимеразы, обычно не измеряется в исследованиях, о которых идет речь. Здесь надо было бы написать скорость накопления мутаций, а не скорость копирования. Такие огрехи свидетельствуют об отсутствии литературного редактора или о непонимании молекулярных процессов, о которых идет речь. Ошибки и несуразности встречаются в каждом разделе книги, перечислить их все невозможно, поэтому рассмотрим далее только те, что особенно на виду. В описаниях ДНК-генеалогии опять повторяется изрядная путаница с понятиями рода, племени и этноса. При этом автор противоречит сам себе. На странице 78 он сообщает. У любой гаплогруппы, как у любого рода или племени, был один общий предок – патриарх. Поэтому понятие гаплогруппа в ДНК-генеалогии эквивалентно понятию род, на странице 102. Каждый СНП соответствует гаплогруппе, то есть роду, или субкладу, то есть племени, хотя эти дефиниции применяют весьма вольно. В то же время утверждает. Понятия племя в ДНК-генеалогии нет, но это не значит, что племен не было. Причина в том, что племя – это составное понятие, в отличие от рода, и может быть совокупностью представителей разных родов. Путаница присутствует даже в перечислении регалий автора. В аннотации книги автор представлен как президент Академии ДНК-генеалогии, профессор Гарвардского и Московского государственного университетов и профессор АН СССР. Профессором Московского университета А. Клёсов действительно был. А вот профессором Академии наук СССР быть не мог, такого звания не было. Дело в том, что в СССР и в наследовавшей от него систему научных званий России слово «профессор» имеет два разных значения. Одно – это должность в учебном заведении, и такую должность на химическом факультете МГУ Клёсов занимал в советское время с 1979 по 1981 года до того, как перешел в Институт биохимии имени А.Н. Баха АН СССР. В академических институтах должности профессора нет. Но независимо от должности, профессором также называют человека, которому высшей аттестационной комиссией, ВАК, присвоено это научное звание. ВАК никогда не относилась к АН СССР. С 1975 до 1991 года она называлась Высшей аттестационной комиссией при Совете министров СССР. Поэтому ни звание профессор АН СССР, ни такой должности не существовало. Однако в 2015 году было введено звание профессор РАН. Оно присваивается ученым в возрасте до 50 лет, что опять-таки мимо Клёсова.
Аклесов не является также и профессором Гарварда. Был приглашенным профессором в 1989-1998 годах, что примерно равно статусу приглашенного преподавателя, а не пожизненному званию. Указал ли автор для себя такие несуществующие регалии намеренно, в стремлении завлечь читателя? Или это отражает неспособность к упорядоченному изложению чего бы то ни было, остается тайной? Что же касается реально существующего титула президента Академии ДНК-генеалогии, то он может произвести впечатление только на несведущего читателя, не отличающего уважаемых академий от многочисленных самодельных. Сейчас каждый может создать нечто, что назовет академией, назначить себя президентом и написать это для солидности на визитных карточках.